Сабантуй – древний праздник тюркских народов, уходящий своими корнями в глубину веков. Упоминания о Сабантуе встречаются в знаменитых записках Ибн Фадлана, дошедших до нас из X века нашей эры. В некоторых исторических источниках праздник Сабантуй описывается как спортивное событие. Спортивные праздники, прообразы нынешних сабантуев, у тюркских народов назывались джиен – собрания. В ходе таких собраний вожди и старейшины родов рассматривали хозяйственные и политические вопросы, делили пастбища, готовили угощения и устраивали разнообразные развлечения, и, главное, спортивные состязания и соревнования по борьбе. В старину празднование Сабантуя было большим событием, и к нему долго готовились. Всю зиму девушки, молодые женщины готовили подарки, ткали, шили, вышивали. Весной, перед началом праздника, молодые джигиты собирали по деревне подарки для будущих победителей в состязаниях и народных играх. Вышитые платки и полотенца, куски ситца, рубашки, куриные яйца. Самым почетным подарком считалось вышитое национальным узором полотенце. Кульминацией праздника был Майдан, состязания в беге, прыжках, национальной борьбе крэш и конные скачки. Несмотря на то, что Сабантуй – это исключительно национальный праздник, в старину его никогда не отделяли от религиозных постулатов. Сама идея праздника, на котором чествуют человека труда, созидателя, заботящегося о пропитании для своего народа, не только не противоречит исламу, но органично следует всем его предписаниям. Все большую популярность приобретают сабантуи, проводимые по канонам ислама, где наряду с традиционными соревнованиями проводятся конкурсы на знание Корана, конкурс исполнителей нашидов и мунаджатов. Неотъемлемым элементом сабантуя по канонам ислама является коллективный полуденный намаз и чтение дуа. Более 10 лет в Татарстане проводится специальный детский мусульманский сабантуй. Сегодня сабантуй сделался праздником всеобщим и межнациональным. Он отмечается в селах, поселках, районах, городах, столице Татарстана, Москве, Санкт-Петербурге и во многих других регионах страны, а также в разных уголках мира, где проживают татары.